Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов-112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, чем закончилась для пассажиров обычная поездка в автобусе. Летел с задним сиденьем аж вот до этого места, ударился головой. Трагедия в Нижнекамске. Из высотного дома выпал мужчина. И расскажем, как и насколько обманули татарстанцев в минувшие выходные. Ты осознавал, что это уголовно наказуемое преступление? Осознавал. Это и не только в ближайшие 10 минут. 3 человека пострадали сегодня на улице Декабристов. Пассажирский автобус на полном ходу протаранил трамвай. В салонах обоих транспортных средств были десятки пассажиров. Как так получилось, что водитель автобуса не заметил далеко не маленький вагон трамвая? Спросил Сергей Хайдаров. У меня болит вот эта часть носа. У меня болит вся голова, затылок. Такими травмами для Дании Яхиной сегодня закончилась поездка на общественном транспорте. По словам очевидцев, автобус протаранил трамвай, разодрав ему весь правый бок. В момент столкновения в салонах транспортных средств находились десятки человек. Если в трамвае никто физически не пострадал, то в автобусе сразу 3 пассажиров получили травмы и на месте аварии ждали скорую помощь. Летел с задним сиденьем аж вот до этого места, ударился головой и порвал коленку еще. 5 минут. Вообще было очень Голова не тяжело. соображает, молодые люди. Она сейчас начинает что-то осознавать. Водитель автобуса уверяет, что ехал как обычно. Говорит, из-за затора на дороге увидел трамвай только в последний момент. Остановиться уже не мог. Я извинился, все попадали, а что, я не могу. Я резко остановился. Шок? Что? Нет, ничего нет, мне людей жалко. Я сам виноват. По мнению водителя трамвая, причиной аварии стала банальная невнимательность. И спешка. Просто спешил, наверное, я не знаю. Разбираться в причинах аварии и определять виновных теперь предстоит сотрудникам автоинспекции. Сергей Хайдаров, Азат Самигуллин, «Вызов-112». Задел припаркованные автомобили и скрылся с места происшествия. В сеть попали кадры с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшись, как Рено Дастер на полном ходу на широкой дороге задевает припаркованную машину. Остановиться водитель, видимо, посчитал лишним и, не сбавляя скорости, уехал. Все произошло 20 мая около 15 часов. Нашли виновника или нет, осталось за кадром. Засмотрелся на одну аварию и попал в другую. Daewoo Nexia и Great Wall столкнулись минувшим вечером на развязке проспекта Победы и Мамадышского тракта. Как рассказал владелец китайского автомобиля, ДТП произошло по вине невнимательного хозяина узбекской иномарки. Салават Мухмадуллин побывал на месте происшествия. Но никто не хочет сниматься. Комментировать произошедшее не хотел ни водитель Некси, ни его знакомые, приехавшие на место аварии. Настроение было не из лучших. По рассказам другого участника ДТП, узбекская иномарка на высокой скорости протаранила его автомобиль. Там впереди была авария небольшая, они встали машины. Я третий стоял в этой. Потом машины стали разъезжаться, я тоже тронулся, в это время в меня въехали. Удар был такой силы, что переднюю часть Некси сильно смяло. Не обошлось и без пострадавших. Я вроде нет, жена шея как болит. Сам же водитель Некси не пострадал. В причинах его маневра предстоит разобраться автоинспекторам. Салават Мухаммадуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов-112». 3 ребенка пострадали на дорогах Казани в минувшие выходные. 2-летнего мальчика водитель «Лады Калина» сбил во дворе и скрылся с места происшествия. Также во дворе, но сутками позже, под колеса попал 7-летний мальчик. Оба получили ушибы. 7-летняя девочка попала под колеса, когда переходила дорогу в неположенном месте. Как результат, ушибы и сотрясение головного мозга. Всего за 4 месяца этого года на дорогах Казани травмы получили 64 ребенка. Автоинспекция напоминает, что с приближением школьных каникул детей на дорогах станет больше и призывает всех участников движения быть предельно внимательными. Соблюдать правила движения, а пешеходам носить одежду со световозвращающими элементами. 35-летний мужчина предположительно выпал с 8-го этажа жилого дома в Нижнекамске. В этом доме погибший не жил, соседи его не опознали. Личность установили полицейские. Сейчас следователи выясняют причину трагедии и отрабатывают все возможные версии. Айрат Назипов с подробностями. Он выпал предположительно с 8-го этажа, с общего балкона, упал около подъезда. Жильцы этого дома мужчину не знают. Многие даже не слышали о трагедии. Про пятничный случай ничего не слышали? Что случилось? Отсюда парень с 8-го этажа, то что упал. На 8-м этаже не знаете соседей? Нет.
Его личность установили полицейские. Выяснили, что погибший жил совсем в другом месте. У него были долги по кредитам и сложные отношения в семье. Сейчас следователи устанавливают, как он оказался в этом доме, а также причину произошедшего, и отрабатывают всевозможные версии. А жители дома вспоминают трагедию, что произошла в минувшем году. Тогда с этой же высотки выпал 19-летний парень. Айрат Назипов, Вадим Струминский, Евгений Лызаев, Максим Липин. Вызов 112. Предлагал купить мебель, но в итоге забирал только чужие деньги. В Бугульминском районе полицейские задержали 25-летнего жителя Автограда по подозрению в мошенничестве. Молодой человек свою вину не отрицал и на допросе рассказал, что дохода от работы таксистом ему не хватало. Тогда он и решился на отчаянный шаг. Рамиль Шайдулин узнал, как и кого он обманывал. Расскажи, за что ты был задержан. За мошенничество. Звонил людям по объявлению с Авито, предлагал купить их мебель. Придумывать отговорки и отрицать свою вину задержанному молодому человеку уже не было никакого смысла. Он подробно раскрыл схему своего преступления. 28 апреля нынешнего года подозреваемый прочитал на одном из сайтов объявление 26-летнего бугульминца о продаже кровати. Позвонив по указанному в объявлении номеру, он представился менеджером одной из мебельных фирм и предложил купить кровать по безналичному расчету. Со слов подозреваемого, через виртуальную карту он отправил на телефон бугульминца 6-значный пароль, после чего запросил у потерпевшего код подтверждения, пришедший на его мобильный телефон. Не почуяв подвоха, потерпевший продавец сделал все, о чем просил голос на другом конце трубки. В итоге он лишился почти 8 тысяч рублей. Ты осознавал, что это уголовно наказуемое преступление? Осознавал. Почему пошел на это? Деньги нужны были очень. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, вызов 112. А в Набережных Челнах пенсионерка в результате обмана лишилась 1,5 миллиона рублей. Незнакомцы попросили 65-летнюю челнинку заплатить налоги на те средства, которые якобы ей возвратят за приобретение лекарств. Предложение-то поступило ей по телефону, женщина поверила, выполнила все требования незнакомцев и лишилась своих денег. Еще одним пострадавшим от мошенников стал 76-летний житель Челнов. 20 мая он получил СМС-сообщение, что на его банковскую карту случайно отправлено 65 тысяч рублей. Автор послания просил их вернуть. Выполнив все инструкции афериста, пенсионер перевел ему свои 65 тысяч рублей. Судят спустя 17 лет. Сегодня в Верховном суде республики стартовало рассмотрение уголовного дела предполагаемых участников ОПГ «Красноключенские». 4 человека, фигуранты дела, обвиняются в убийстве и покушении, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Следователи установили, что, являясь участниками преступной группировки, 29 октября 2000 года с помощью огнестрельного оружия и ножей напали на 2 мужчин, с которыми у них случился конфликт из-за парковочного места. Один из мужчин скончался на месте, другой получил ранение, но выжил. Затем обе стороны привели поддержку, и в результате последующей потасовки погиб 1 человек. Никто из подсудимых вину свою не признал. Не оплатил штраф, попал за решетку. Такое наказание грозит автолюбителям, которые не погасили штраф ГИБДД в течение 60 суток. Сейчас в Казани около 1500 водителей, чьи долги за нарушение правил движения превышают 30 тысяч рублей. Выявить должников помогают ежедневные рейды сотрудников ГИБДД. Сергей Хайдаров о том, что их теперь ждет. То есть вы признаете, раскаиваетесь, просите учесть в качестве смягчающего следствия наличие малолетнего ребенка? Вину признал полностью, раскаивается и готов понести наказание. Общая сумма штрафов этого должника давно перевалила за 60 тысяч рублей. Сам не платил, в итоге сотрудники ГИБДД пришли к нему на работу. Оттуда и доставили его в суд за неоплату штрафа в установленное время. Административный арест от суток до 15, либо штраф удваивается, то есть если, например, долг 30 тысяч, это будет 60, либо назначается обязательная работа, ну, например, там 20 часов работы. Кому за решетку, а кому общественные работы, решает мировой суд. На тяжесть наказания влияют ряд факторов. Так было и сегодня. То, что в иждивении находится малолетний ребенок, и то, что он говорит, то, что сегодня штраф будет проплачен, естественно, я прошу, суд назначит, и мы обязательно работаем. Сам мужчина утверждает, что не игнорировал штрафы ГИБДД. Оплатить их вовремя он просто не мог. Злого умысла не было. Накопил тяжелое финансовое положение, нет возможности. Возможности находят судебные приставы, отправляют решения судов на работы должникам, и штраф оплачивается из зарплаты уже принудительно. То есть, если должник официально работает, мы отправляем постановление на взыскание заработной платы.
Сегодня суд в качестве наказания назначил должнику 40 часов общественных работ. Сам автолюбитель с приговором согласен. Автоинспекторы же напоминают, что должников судебными приставами они будут искать и впредь. Сергей Хайдаров, Азат Самигуллин, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.